Здравствуйте, на «Эхе Москвы» в Уфе программа «История башкирских родов». У микрофона Руслан Валиев, и вместе со мной в студии Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации ШЖР. Здравствуйте, Салават. Здравствуйте. Мы сегодня продолжим говорить о национальном герое башкирского народа Алдаре Исекееве. Мы буквально совсем немного успели в первой программе упомянуть о начале его жизненного пути, и сегодня продолжим. Начало XVIII века ознаменовалось в Башкирии вот такими злоупотреблениями дичайшими власти, которые спровоцировали восстание. Уже в 1704 году началось брожение, в 5 году уже фактически развернулись локальные боевые действия. И вот это все время Алдар Исекеев не принимал участия в событиях, находился у себя в отчине, поскольку он был Тархан, а Тархан — это служилый человек, то есть вассал царя. Волнения начались вот в связи с тем, что на войну нужны были деньги. Если бы это еще нормально как-то изымали средства, но все это принимало абсолютно какие-то гротескные формы. Плюс замысливалась губернская реформа Петра I, по которой Башкирия должна была быть подчинена будущей Казанской губернии. Она была в 1708 году образована, но уже тогда фактически весь Казанский край, вся Башкирия, все Нижнее Поволжье, вплоть до Астрахани, было подчинено казанскому воеводе Никита Кудрявцев. Зловещая для истории нашего края личность. И вот все это время Алдар Тархан сидел безучастно, взирая на происходящие беспорядки. И вот когда уже он решил облечь это все движение в политическую форму, то есть он прошел огромную эволюцию. То есть это какие нужно было злоупотребления допустить, что вот верный Тархан, который там лично знал Петра I, и вот тот его лично знал, вместе в поход ходил, и вот он развернулся на 180 градусов, превратился, говоря сегодняшним языком, сепаратистом, да, то есть он начал мыслить такую тему, как отделение Башкирии от России. А тогда что, как это можно было произвести в то время, поскольку это 18 век, понятие о государстве в 18 там, или в 17 веке, и сегодня это, в общем-то, две разные вещи. Было понятие личного подданства, и, соответственно, центральное место должна была играть личность монарха, его харизма, якобы он помазанник Божий. И вот, чтобы формально оформить уход Башкирии из состава России, естественно, нужен был какой-то другой монарх. Алдар руководствовался вот этой старой идеей, и в прошлые башкирские восстания призывались ханы Чингизиды из династии Кучумовичей, поскольку это как раз считались природными башкирскими царями, потому что в эпоху Золотой Орды как раз вот Улус Шибана, младший брат Батыя, ему как раз достался и Западная Сибирь, и Башкирия. И вот потомки шибанидов, это как раз хан Кучум, вот они считались настоящими природными государями башкир. Поэтому Алдар вот сидел и рассылал кругом своих агентов. Одни из них Бичим Хайбуллин, башкирские купцы, которые ездили в Джунгарию, государство айратов, западных монголов, оно вот как раз на территории Монголии находилось, Западной Монголии, по крайней мере, и вот захватил уже Семиречье. И вот башкиры приехали в Джунгарию, и там нашли в заложниках у джунгарского Хунтайджи сына Кучук-хана, который был провозглашен ханом в 1662-64 годах. Вот нашли Мурада. И там же находился племянник Мурада Ибрагим. И вот этот Бичим Хайбуллин, поговорили с ними, как-то, видимо, договорились с джунгарами, и, в общем-то, привезли этих двух Кучумовичей в Башкирию. Там какое-то время они там находились. И потом вот этот Ибрагим хан, племянник, был провозглашен ханом Башкирии, а Мурад был отправлен с важной дипломатической миссией в Османскую империю, в Крым, просить помощи. Вот. А здесь Ибрагим хан год или там два скрывался, в общем-то, шла какая-то, видимо, агитационная работа и так далее. Ну, про это узнал уфимский воевода Лев Арестов, ставленник вот этого Кудрявцева, казанского воеводы, который уже, так сказать, на себя примерял погоны губернатора, да, то есть еще не учрежденной Казанской губернии. Лев Арестов — это был казанский дворянин, чем вызвал неудовольствие, опять же, уфимского дворянства, не только башкир. Пришел чужак, оттеснили от управления краем уфимских дворян, а они здесь имели большую статью доходов, поскольку они занимались сбором ясака, промысла, и тут у них казанцы все отобрали. Вот такая ситуация. И вот для поимки хана в отчины Алдара пришел большой отряд казанского дворянина Ивана Уракова. Видимо, неожиданно пришли, там он никак не сумел среагировать. Разграбили его вотчины, убили двух гостей в имении, одного башкира Кипчакской, другого Тамьянской волости. Взяли в заложники двух братьев Алдара. Действие отряда Уракова стало как раз той каплей, которая переполнила чашу терпения Алдара Исекеева. И вот с этого момента он уже открыто выходит на путь борьбы. Быстренько собирают небольшой отряд, идут в погоню за этим Иваном Ураковым. Происходит там какая-то стычка, но, в общем-то, видимо, сил было недостаточно. Они не смогли нанести значительный урон этому отряду. Ураков уходит в Уфу, там остается. С этого момента уже стало ясно, что обязательно воспоследует после этого карательная экспедиция. В Уфе стал формироваться усиленный полк
из местных дворян и одного полка, который пришел из Казани, усиленный полк, 1300 человек, был сформирован, плюс еще 2 полка по просьбе Льва Арестова выступили из Казани, и, в общем-то, 2 полка, один солдатский, другой драгунский, Ивана Рыддера и брата Льва Арестова, Сидора Арестова. 2 полка, в общем-то, двинулись к Уфе. Но Лев Арестов совершил тактическую ошибку. Был план такой, что вот Лев Арестов выйдет, по пути его нагонят 2 остальных полка, плюс там ведь не все были за, что самое интересное. Башкирское общество, оно эгалитарное общество, каждый клан действовал автономно на свой страх и риск. Если Алдар там к чему-то призывает, это не обязательно, что все должны были его поддержать. Не все хотели отделяться. Значительная часть башкир просто хотела отомстить вот за эти унижения, совершить набег. И потом на каких-то условиях снова помириться и дальше жить. Но все горели местью, это факт. И вот Акай Кучумов или Акай Кусюмов, башкир Тамьянской волости, который на реке Ик, это сейчас он жил уже на территории современного Татарстана, Акай Кучумов собирает отряд и идет для соединения с 3 полками. Алдар прекрасно понимает, что если все эти силы соберутся, то не будет никакой возможности их разбить. У Кучума пишет, что 5000 было. Плюс вот эти 3 полка, там как минимум, значит, 3500 человек. По тем временам, ну, просто это огромные силы. Это надо просто вспомнить там историю Англии, да, там война Алой, Белой Розы. Максимально там 5000 войска выйдет, и считался это просто сумасшедшая огромная армия. Ну, вот примерно это то же самое. И вот Алдар что делает? Те-то думали, что Алдар будет их дожидаться у себя в Бурзянской волости, устроит им засаду в каком-нибудь ущелье. Но Алдар поступил абсолютно нетривиально, сам выдвинулся вперед. Со своим войском, у него где-то там порядка 3000 было, быстрым темпом на север, и вот у горы Юрактау встретился с полком Хохлова. В то время как те 2 полка еще были на подходе. Видимо, уже в это время какие-то посланцы прибыли в лагере Кучум-Батыра от Алдара, которые стали, так скажем, идеологически его обрабатывать, вести переговоры. Вот. И вот самый этот момент как раз и подошел еще и Кучум-Батыр. Кучум вдруг с большим удивлением для Хохлова начал вести речь. Давайте, говорит, не деритесь с Алдаром, а помиритесь. Выступил посредником. Они обменялись заложниками. Как увидим дальше, для башкир заложники вообще ничего не стоят. И вот в этот самый момент Алдар начинает атаку под гору Юрактау, и Кучум тоже переходит на его сторону. Но Хохлов тоже, видимо, был парень не промах, владел вот этой ратной наукой. Они успели построить Вагенбург, крепость построить из телег, между ними ставят пушки и начинают использовать огневую мощь своего огнестрельного оружия. Врасплох они не были застигнуты, начались вот эти удары на протяжении нескольких дней. Из войска Хохлова, вот из этого полка усиленного уфимского полка, порядка там 10-15 уфимских дворян перебежало на сторону Алдар-Батыра. И они, в общем-то, подсказали, давайте вот так в лоб не идите, а вот давайте, как вы знаете, есть такое гуляй-город укрепление, прототип современных танков. Делаются вот такие щиты, или телеги обкладываются вот так щитами, вот там бойницы делают, вот эти телеги катят, из-за этих щитов там кто-то ведет огонь вплотную, да, вот сделали вот этих несколько гуляй-городков, пошли в атаку, прорвали вот эту осаду, и, в общем-то, весь полк был почти что перебит. Был бы полностью уничтожен, если бы там рядом находился Табынский городок, в 30 верстах Юрактау, это современное село Табынское, недалеко от Красноусольска. Из Табынского городка или Салаварного городка пришло подкрепление, там стрельцы сидели, ударили в тыл, и остатки вот этого отряда везде по-разному пишут. Кто-то пишет, 300 человек вывели от этого полка, кто-то 100, не суть, в общем-то, жалкие остатки этого полка. И как раз в это время подходят те 2 полка. И с ними тоже начинается сражение. Ну, те тоже, значит, не выдержали натиска, и эти 2 полка тоже ретировались под стены вот этого Табынского городка и сели в осаде. Осаждать крепости конницы — это бесперспективно. Ее конница не может взять. Для того, чтобы взять, это нужна была регулярная армия, которая по всем законам инженерной науки делают подкопы, там раз, взрывает вал, стены, врывается, все. То есть это невозможно было. Поэтому они немножко постояли и ушли. Но вот победа над 3 полками регулярной армии, это была просто сумасшедшая победа. Облетела не только всю Урал и Поволжье, это стало известно и в Сибири, и в Москве, и даже английские дипломаты об этом писали. Дальнейшие планы. Как я уже говорил, интересы уфимцев и Алдара-Батыра совпали. Алдар даже оставил в тылу Табынскую крепость, Уфу. На протяжении всей Алдаровщины, даже с уфимцами, у них был негласный нейтралитет. Вот вокруг города стояли просто башкирские караулы, чтобы сообщать, кто там выходит, кто туда заходит. К Уфе приступов не было. И вот он собрал войско, порядка 4000, хотя вот источники пишут, там 30 000 там собрал. Да, это, конечно, преувеличено, просто он не смог бы столько собрать. Не было единого центра принятия решений. Нужно было договариваться с каждым кланом отдельно. И тут огромная масса людей по призыву Кучума Тюлекеева, западных башкиров, мензелинских башкир, которые наиболее пострадали. Вот в прошлой программе мы говорили о повешенном Дюме и Ишкееве. Вот как раз все западные башкиры и предложили: Алдар, идем на Казань. Накажем этих всех казанских чиновников и так далее, и так далее.
собирается армия, и вот она идет туда. И он принимает форму реконкисты, да, то есть что такое конкиста? Это опять термин из истории Испании. Конкиста — это когда завоевание Испании арабами, а потом пошла реконкиста, да, христиане стали отвоевывать. Здесь вот как бы зеркальная ситуация. Получается, Казанское ханство было завоевано Москвой, и вот приходит Алдар, объявили, значит, что вот будут создавать независимое мусульманское ханство. Тут вот революционный Корсаков пишет, Алдар ставил идею образования независимого башкирского ханства. Но так или иначе, мусульманское ханство, султан Ибрагим, башкиры вот собирались поставить ханом Казани, а дальше, дескать, будем поспешать и будем наступать на Москву. Вот такие планы были. Они начали наступление на Казанский уезд, вот эту реконкисту, в декабре 1707 года. И вот как показывал захваченный в плен татарин Булак Акбулатов про этого султана, откуда он султан и какой он, того он не знает. Только где батыри и все башкирцы за святого его почитают и воздают ему честь. Батыри и лучшие башкирцы целуют его в полу, а иным целовать не дают. И положили с ним башкирцы. Ответ посылали в Казанский, Симбирский, в Саранский и Алатырский уезды Уфимского уезду, деревни Каршибаш, Мещеряк, Арсланку, чтобы тех уездов татара все были с ними в соединении. И тому вору Салтану Хазе шартовали. Салтан Хазя — это хаджа, то есть шартовали и послушные. И Казанского уезду к их воровству татара дали слово, и ныне к воровству с ними пристали. А положили где Салтан Хазя с башкирцами, чтобы им, ворам, башкирцам и Казанского уезда татарам, русских людей всех прирубить, и всех уездов иноверцев возмутить, и к воровству своему соединить, и идти под Казань всеми людьми, а взяв где Казань, тому вору Салтану Хазе быть в Казани, а как где Казань возьмут, всеми их воровскими людьми идти под Москву, и везде русских людей рубить, чтобы нигде христиан не было, а были все бусурманы, и чтобы завладеть всем. Несколько утрированное, но, тем не менее, оно передает смысл того, что здесь шла речь о восстановлении мусульманского ханства. Весь уезд фактически в руках оказался. Начинаются атаки на Закамскую крепостную линию, камень преткновения, из-за которого, скажем, предыдущий бунт сиитовский начался, да? Одну крепость ему удается взять, крепость Заинск, всех ратных людей порубили, и все уже стоят фактически в 30 верстах от Казани. Казанский воевода Кудрявцев, до недавнего времени очень такой бравый, вдруг струсил и начал слезно просить царя прислать подкрепление, сам поехал в Москву. У них как раз в ночь на 31 декабря, на 1 января состоялась конзилия у царя Петра. Он, казанский воевода, входил в ближний круг царя, он был протеже боярина Стрешнева. Буквально 2 ночи они сидели и разрабатывали планы борьбы с нашествием башкир. После этого он поехал обратно в Казань, и силы были привлечены, мобилизованы, но они все были на подходе. Их пришлось ведь из внутренних губерний России призывать, из Москвы, там, из Ломова, из разных мест. Пока эти силы шли, нужно было биться с теми силами, которые есть. А что у него было? У него был полк Шереметьева, Владимира Шереметьева, Драгунский полк, и было порядка 4 пехотных полков под командованием полковника Дмитрия Мамонова. Вот с этими силами начал действовать. Сначала послал в село Мамадыш Шереметьева. Там произошел бой. Шереметьев был разбит. Потеряв там роту, практически драгун ретировался, как он пишет. С теми ворами бились, но драгуны мои не устояли. Дальше произошло уже деревня под Баландышами, сражение с бригадой вот этого Мамонова 4-полковой. Понес серьезные потери, там тоже порядка 2 рот солдат было убито, и ему ничего не оставалось сделать, как вот опять сесть в осаду, обнесся телегами, больверками. Вот эта бригада в окружении, там в осаде простояла чуть ли не 2 недели. Ну вот 2 наиболее значительных сражения было. Нашествие оно было недолгим, там чуть больше месяца, вот на Казанский уезд. К тому времени потом уже пришли подкрепления, порядка 10 тысяч человек, против которых, естественно, башкиры, у которых было порядка 4-5 тысяч, они противостоять не могли, естественно. Во главе этих сил был боярин Хованский, тоже один из, скажем, приближенных царя. И Хованский, как человек военный, в отличие от Кудрявцева, который, в общем-то, был штатский, но очень был воинственный. А почему-то все военные более, так сказать, рационально на все это смотрели. Он предлагал: нет, говорит, не надо ничего, давайте мириться, поскольку до него тоже дошли. Ведь что восстание-то не на пустом месте возникло, не просто так. Вот делать было нечего, взяли и начали вдруг там все разорять и жечь. До него эти дошли жалобы башкир, что вот как себя Кудрявцев, как Арестова вели, там, как Сергеев устроил ему угощение в Уфе. И поэтому его план был в том, чтобы вот медленно идти, вытесняя башкир с территории Казанского уезда. Он так и шел. Остановился в Елабуге. За Елабугой сразу уже начинался Уфимский уезд и Башкирия. Не пытаясь догнать и разбить. Нет, вытеснил и все. И он так и стоял там где-то несколько месяцев.
ведя переговоры с башкирами, в первую очередь Казанской дороги. В конечном итоге ему удалось внести раскол в это движение. Вот эта вся Казанская дорога, башкиры, Кучум Тюлекеев, там Куразман Батыр, Уразов, который как раз вот разбил полковника Шереметьева, и другие лидеры Казанской дороги, Западной Башкирии, рассуждая абсолютно прагматически, что вот они жажду мести свою насытили, удовлетворены, дескать, все. И продолжение войны сулило тем, что Казанская дорога в первую очередь подвергнется удару правительственных войск и будут разорены в первую очередь их волосы, да, а не Алдара. Естественно, они начали переговоры с Хованским, и все потом шартовали. Это не значит, что они там приняли их подданство. Шартование, оно не было безусловным. Они тоже предъявляли Хованскому. Почему вот эти преступники, эти воры сидят? И когда они увидели, что была образована в 1708 году Казанская губерния, правда, губернатором был поставлен не Кудрявцев, а Апраксин, но все вот эти преступники остались на своих местах, как они вот писали, воры, Никита и так далее, и так далее. Все остались на своих местах. Но, по крайней мере, боевые действия прекратились, и на этом закончился второй этап восстания. Дальше мы поговорим о восстании и об истории Алдара Исекеева уже в следующей нашей программе. Я напомню, что в эфире была программа «История башкирских родов». Вместе со мной в студии был Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации ШЖР. Спасибо большое, Салават. Спасибо. До свидания. До свидания.